Ассаламу алейкум! В эфире программа «Неделя». О самых заметных событиях последних 7 дней вам расскажут мои коллеги и я, Ислам Ершов. День, в котором чествуют прекрасную половину человечества. В Чеченской Республике отметили 8 марта. Малоимущие по всей республике получили продуктовые наборы. Благотворительную акцию организовал фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова в честь священной ночи Бараат. Министр просвещения России отметил труд чеченских педагогов. На встрече с учителями в Грозном он поблагодарил их за вклад в развитие образования и вручил ведомственные награды. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. صوغتين قائن ديوزل هو لولا صوغة سويل والديوزل هو خل ديوزل هو بالين والديوزل هو خل ديوزل هو يا الله وزن ديل صوغتين قائن ديوزل هو لولا تكون ميلا ديوزل هو تخب حرك بوزر بولش تخسي اي دير دولش والديوزل هو لولا إديوزل هو ويأح ديلخ قيرش بولش ناخن مسالينا ويأح إديوزل هو ديلخ قيرش بول إيمان بولش ناخن حلقية يلوش مسل دولش ويأح إديوزل هو بوشة ديل سيلا دول القرآن شو عدالين آية دو وزي سيلا ولش ديل وين بل بول ديوزلش قائن بل خليل وين ديل أس ديوزلخ كوارت أي بويل وين بحرق بوزيل وين. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. 8 марта во всем мире отметили Международный женский день. По-особенному относятся к этому празднику и в Чеченской Республике. Глава региона с членами семьи поздравил президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевну, супругу Медни Мусаевну, внучек первого президента и всех женщин. Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. Яркие букеты, весенний солнечный день, который как будто бы еще теплее из-за улыбки матери. Аймани Кадырова принимает самых дорогих гостей. Поздравить ее глава региона пришел вместе с семьей. Рамзан Кадыров навестил и внучек первого президента Чеченской Республики. Он тепло поздравил их с 8 марта и вручил букеты цветов. Поздравить Аймани Кадырову с Международным женским днем приходят родные, близкие, односельчане. Вручить букеты и выразить теплые пожелания прибыли также соратники первого президента республики. كلهم شقات ساعة قزوز الآراء نستاح حرس تورسا سيريا كل بوغمن وأحمد حاج داغز وبدول ستون فونترز دين دلغو ديسيات كتيش ناخن شبه متك خليتن دات مالز مالرز تدوخز كوك دوخز داربنز مولخنز
ده ديك تبيقم ولا خدني ده آخرتين ده دوق يا غيره ده خونا دوق مокш ماش шлатто илхо. Гостей в семье Кадыровых принимали весь день. Поздравить вице-президента регионального общественного фонда Медни Кадырова с Международным женским днем приехал депутат Государственной Думы Адам Зелимханов. Вместе с соратниками главы он передал ей главный символ этого праздника – букет цветов. Также с праздником поздравили и вдову Зелимхана Кадырова, сноху Хавсу. Теплые пожелания в адрес прекрасной половины человечества в этот день звучали, пожалуй, на всех языках. 8 марта официально отмечают более чем в 40 странах мира. В Чеченской Республике в министерствах и ведомствах поздравляли женские коллективы, а в цветочных магазинах царил настоящий ажиотаж. Большой букет или всего один цветок. В конечном счете все это не так важно, как самое простое внимание, которое женщины заслуживают каждый день. Ведь ислам возвысил ее настолько, что, родившись, она открывает дверь в рай, а став матерью, рай лежит под ее ногами. Диана Хармаш, Маусар Даудов, Азан Идрисов, Аслан Висхаев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Ахмат-Юрте прошли религиозные мероприятия, приуроченные к священной ночи Бараат. В доме главы Чеченской Республики собрались сотни мюридов, среди них почетный гость – председатель Совета Альма в Республике СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. Последователи шейха Иласхани, да будет возвышена его святость, объединились в коллективном зикре. После вечерней молитвы собравшиеся прочитали мавлид, восхваляя посланника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. В Чеченской Республике прошла масштабная благотворительная акция в честь священной ночи Бараат. Ее организовал региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Во всех районах и селах региона раздали продуктовые наборы. Такую помощь получили малоимущие, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также семьи участников специальной военной операции. Подробнее в следующем материале. Лимонад, свежий хлеб и мясо курицы. Продуктовые наборы доставляются прямо до дома. Среди получивших помощь малоимущие, люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также семьи участников СВО. Продукты питания раздали во всех населенных пунктах Грозненского района. دال تقباق بوال إيش سانش دال ساق دوال سندوزل تيرا أيمان تيرا إيش ميل دوش بوشة دال ساق دوال ويبصر بنان تيرا مسان تير. Масштаб акций охватил всю республику. Продуктовые наборы отправляют во все районы. Всего же роздано 30 тысяч кур, 90 тысяч буханок хлеба, а также 15 тысяч бутылок лимонада. Благотворительную акцию региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, организовал в честь священной ночи Бараат. Продукты сначала доставляют в административный центр, после чего отправляются по населенным пунктам. Дальше волонтеры и работники местных администраций развозят наборы по домам. Продуктовую помощь получили и нуждающиеся в Ачхой-Мартановском районе. مخداس رمضان حاجة دخ ساق دايتنا توصل بيس ويا ساقي عملية ديلي حصر دعلة صودا ديش يز بيس يو أخا أخيش بيس ديش تنا بصوشنا دخ ساق قاشش قوت مجيش جبه فكر من ناس شرطة هم هذا ايتنا الله دا شاء وينخش قومنا بصوشنا تبون بارا سينغتم غير لا أيشة بركة تعريتي تعمقشلي تعيمان تعصبر تع Благотворительная акция прошла во всех населенных пунктах Чеченской Республики. Абдулла Батаев, Адам Яхяев. Неделя.
Международный женский день отметили в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Руководитель ведомства Ахмед Дудаев поздравил всех представительниц прекрасной половины с 8 марта. Он отметил, что испокон веков женщина остается главной хранительницей семейного очага и духовных ценностей. Поздравили и сотрудниц чеченских СМИ. Хукчуах войцин хукчуах министерстве обозуга войц телевиденишка ахугш бол газете агентство дом печати митча войцы подведомственная организация ахугш бол зудри ижрибас вала шаш хазнесан وين السماء بولش ملخهم تدل تيش مي بولش تاخ حلقل دولش وزد بولش يحيولش ديك زودري ديك يعربو ويتي بيلش بيشا وهو ريسبوبليك يا بيش برشابك سن اشتقنا واسطبو ويتا وي коллектившка سوندела شو مصو دالده алдвайл. Также женщинам вручили подарки в виде цветов и денежных средств. Порадовала гостей и концертная программа, которую подготовили артисты Департамента культуры мэрии города Грозного. Очень трудно переоценить роль женщины, роль матери, роль сестры в жизни любого общества. Я сегодня хочу поздравить тоже всех женщин Чеченской Республики с этим замечательным праздником. Желаю нам всем мира, добра и видеть наяву счастье своих детей и внуков. В ирландском городе имя Мухаммад стало самым популярным за прошлый год. А в Татарстане перед наступлением Рамадана волонтеры проводят уборку во всех мечетях республики. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей традиционной рубрике «Умма». В мире наблюдается прирост мусульман из числа бывших праворадикалов. Если раньше они ненавидели все связанное с исламом, то сейчас придерживаются религии и стараются искупить грехи прошлого. Одним из таких примеров является Шерман Берджес из Австралии. До недавнего времени он вел жесткую политику против верующих. Переломный момент произошел после встречи с одной из активисток, которая представила перед парнем нюансы религии, не искаженные пропагандой радикалов. Имам из ирландского города Голвей поделился приятной новостью. Имя Мухаммад стало самым популярным среди детей региона по итогам 2022 года. На сегодняшний день численность мусульман данного населенного пункта стабильно растет. Местные жители обеспокоены такой статистикой, но духовенство города заявляет, что причин для тревоги нет. Верующие Голвея – миролюбивые, любящие и внимательные люди. В Иерусалиме продолжат разрушать незаконно построенные дома в священный месяц Рамадан. На это дал приказ министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Такое решение может привести к еще большему конфликту со стороны палестинцев, выразили опасения руководителя служб безопасности. Но пока это решение остается без изменений. Во время Рамадана Саудовская Аравия распространит за рубежом 1 миллион копий Корана. Такой приказ отдал король государства. Рассылаться будут не только мусхафы с арабским текстом, но и переводы на 76 языках народов мира. Подготовка необходимого количества экземпляров уже началась. В Казани перед наступлением Рамадана проходит акция «Чистая мечеть». Волонтеры совершают генеральную уборку в святынях и в комнатах для омовения татарстанской столицы. Инициатива продлится до конца поста, пишут в мэрии города. 4 храма уже подверглись уборке. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Чеченскую республику посетил министр просвещения страны Сергей Кравцов вместе с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзором Музаевым. Они встретились с представителями учительского сообщества региона, обсудили мероприятия, запланированные в рамках Года педагога и наставника, объявленного по указу президента страны. Сергей Кравцов поблагодарил чеченских учителей за их труд и весомый вклад в воспитание будущего поколения. В ходе беседы педагоги смогли задать интересующие вопросы министру и предложить свои идеи. В завершении встречи Кравцов вручил сотрудникам системы образования Чеченской Республики ведомственные награды. Василий Викторович, учитель математики гимназии номер 13 города Аргун. Сегодняшняя встреча, это, конечно, была для нас приятной неожиданностью. Мы имели возможность задать министру просвещения Российской Федерации Сергею Сергеевичу Кравцову интересующие нас вопросы. Это были вопросы, касающиеся заработной платы, статуса учителя, модели педагога и наставничества. Меня наградили столь высокой наградой. Для меня, конечно, очень значимо. Это первая награда
в моей карьере именно такого масштаба. Надеюсь, что таких наград у меня дальше будет больше. В Чеченской Республике снижается годовой прирост цен на продукты питания. Об этом сообщили в отделении Банка России по Чеченской Республике. Стоимость макаронных и мучных изделий растет медленно. Связано это с замедлением роста цен на муку. Снизились издержки переработчиков. Все благодаря высокому урожаю зерновых культур. На некоторые виды молочной продукции – сыр, творог, сметана – замедлился рост цен. Это связано с увеличением объема сырого молока. Кроме того, замедлился годовой рост цен на рыбные продукты. Это связано с увеличением предложения на нашем региональном рынке в связи с увеличением производства рыбы. Что касается свеклы и роста урожайности на юге России, это привело к увеличению производства сахара, что в свою очередь снизило годовой рост цен на него в январе. Однако ускорился рост цен на мебель и технические средства, а годовая инфляция в январе составила 13,2%. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Увидимся ровно через неделю. До встречи.